Вращающая сторона, у вас есть вопросы к эксперту? Вот вы отчет предоставили, у меня такой вопрос. Вы отчет, свою экспертизу предоставили. Вот обычно, когда экспертизу готовят, источник обоснования перепроверить, там указывается, это ваши вот эти утверждения, мы можем перепроверить? Да, конечно. Источник всех ваших вот этих обоснований там указаны? Да, в экспертизе, которая представлялась суду, постранично установлены источники, где была взята информация. Ее можно перепроверить. Есть у вас вопрос еще? Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы к эксперту? Нет, да. У меня есть к вам вопрос. Есть вопросы? У меня есть к вам вопрос. Вот вы, говоря о рисках, в большей части говорили о публикации этой отчетности, но не высказались относительно вообще наличия как таковой отчетности. По поводу наличия, как я и говорила... Наличие требования об отчетности, скажем так. Да? Вот прямо открыла специально руководящий принцип по свободе объединения. Есть тоже тест. На самом деле, несмотря на то, что кажется, что нормы международного права декларативные, дальше имеется как бы по структуре, как и в любой правовой системе, имеются разъясняющие документы, которые тоже обязательны для исполнения тех, кто является членом тех или иных международных организаций. И вот тест на допустимость установления дополнительных требований есть к отчетности и представлению информации. Требования в отношении необходимости представления отчетности и иной информации не могут быть обременительными для некоммерческих организаций. Запрещается требовать от некоммерческих организаций предоставления больше отчетности или иной информации, чем государство требует от иных юридических лиц, в том числе от коммерческих организаций. И все нормативно-правовые акты и правоприменительная практика в части осуществления государственного контроля и надзора за некоммерческой организацией должна исходить из принципа минимального вмешательства. Ясно. Спасибо. Присаживайтесь.